Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Камши-Кшара. Сегодня в программе. Президент Абхазии Бадра Гунба провел совещание, посвященное обеспечению экспорта цитрусовых урожая нынешнего года. В столице банк ЦМР Абхазия переехал в новое здание. Теперь клиенты банка обслуживаются по адресу улица Ардзенба, 115. Президент Абхазии Бадра Гунба провел совещание, посвященное обеспечению экспорта цитрусовых урожая нынешнего года. Бадра Гунба отметил, что крестьяне ждут сезона, чтобы реализовать урожай цитрусовых и на вырученные средства содержать свои семьи. Задача государственных служб – оказать им максимальное содействие. Однако, как подчеркнул президент, на границе крестьяне сталкиваются со многими сложностями, мешающими реализовать товар по выгодной для них цене. Накрепсо коллега, цвейшим дурэвш, тагалан, зайгу какой-то сезон, а цитрус вчера тагалара, мелхича, шуксыгит, гдзана, джибаз дырбулос, а усква, анагдзара, из шукса, я стюрцу, да его общем проблему, хогара старого, Уважаемый Бадр Зурабович, если говорить о прошлом сезоне, экспорт цитрусовых был успешным при плане 39 тысяч тонн. Также фактически план был выполнен 38,5. Согласно прогнозу Министерства сельского хозяйства на сегодняшний день по урожаю 25-26 года это ожидается уровень 35 тысяч тонн. Сегодня перед нами стоит, естественно, задача обеспечить эффективную подготовку к этому сезону. В рамках этого процесса у нас планируется проведение ряда рабочих встреч с нашими коллегами с российской стороны, а также с участниками внешнеэкономической деятельности, которые занимаются экспортом цитрусовых плодов. Своевременно выезжают наши инспектора по всем цитрусовым хозяйствам, берут отбор образцов для лабораторных анализов. Там на выявление сладостей, для калибровки, и проводятся все необходимые меры заранее, чтобы потом не создавать какие-то сложности. На пунктах погрузки присутствуют наши сотрудники, где проводят определенную процедуру. В принципе, задержек с нашей стороны никаких нет. Для нас очень важно создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности в республике, с целью увеличения товарооборота и развития экономики республики в целом. Пользуясь случаем, хочу обратить ваше внимание, что с 2017 года Торгово-промышленная палата ведет реестр экспортеров, с которыми мы сотрудничаем на основе договоров. И данный реестр включает 135 экспортеров. Хочу отметить, что за последние годы, к сожалению, тот мониторинг, который провели наши специалисты, 70% из этого реестра абсолютно не осуществляют экспортную деятельность. То есть большая часть из них вообще не функционирует. На сегодняшний день в торгово-промышленной палате в целом обслуживается максимум 20 производителей, в том числе и экспортеры, которые занимаются экспортом цитрусовых. И за сезон 2024 года и первый квартал 2025 года в торгово-промышленной палате обслуживалось 6 обществ с ограниченной ответственностью. За сентябрь текущего года к нам обратилось всего 2 предприятия. Крестьян первое, что они хотели по поводу пересечения границы, да, есть препятствия. Скажу откровенно, по цифрам мы видим одно, да, а по факту при переходе границы чуть другие цифры получаются. И тоже есть немалое возмущение со стороны крестьян, потому что есть семьи, которые ежегодно труд, пот, как говорится, вкладывают в это и рассчитывают именно в этот сезон что-то заработать, чтобы целый год прокормить свои семьи.
Подводя итоги совещания, президент заявил, в времена, когда крестьяне и другие экспортеры цитрусовых на границе платили так называемые неофициальные платежи, должны остаться в прошлом. Сотрудники таможенного комитета, госстандарта, карантинной инспекции обязаны взимать платежи исключительно в размерах, утвержденных Кабинетом министров. Это касается и пограничной службы. Президент дал указание службе государственной безопасности следить за неукоснительным выполнением данного поручения. В случае, если будут зафиксированы факты незаконных поборов с крестьян, ответственность понесет не только сотрудник, допустивший нарушение, но и руководитель соответствующего ведомства. Президент уверил всех, что ситуацию будет контролировать лично. Торжественное собрание, посвященное 33-й годовщине со дня образования Вооруженных сил, прошло в Министерстве обороны. К присутствующим обратился и поздравил с праздником министр обороны, герой Абхазии, генерал-полковник Владимир Ануа. В своей речи он рассказал о становлении Министерства обороны, о знаменательных датах в период Отечественной войны народа Абхазии, о первом президенте Владиславе Григорьевиче Ардзинба. Также Владимир Ануа упомянул о совместных учениях с Российской Федерацией, о взаимодействии в целом. В рамках мероприятия военнослужащим были присвоены воинские звания. В этот знаменательный день здесь среди участников торжественного собрания представители общественности, военачальники, участников Отечественной войны народа Абхазии, военнослужащие, молодые воины, только что вступившие на почетный путь служения Родине. Многие из присутствующих внесли большой вклад в укрепление обороноспособности республики, имеют самое непосредственное отношение к нашей армии. Как вы знаете, становление абхазской армии берет истоки сформирования отдельного полка внутренних войск. Еще полностью не закончилось его формирование, как 14 августа 1992 года войска Горсовета Грузии вторглись на территорию Республики Абхазия. Началась Отечественная война народа Абхазии против грузинских оккупантов. 18 августа 1992 года Президиум Верховного Совета Республики Абхазия принял указ о создании Государственного комитета обороны, в руках которого сосредоточилась вся полнота власти по обороне республики. В ответ на реальную угрозу истребления абхазского этноса на его защиту поднялись братские народы Северного Кавказа. Для оказания нам помощи в Абхазию стали прибывать казаки Юга России, добровольцы ближнего зарубежья из России, представители зарубежной диаспоры Турции, Сирии, Иордании и так далее. Президент правительства республики уделяет постоянное внимание совершенствованию обороноспособности армии, укреплению ее материально-технической базы. Уважаемые товарищи, мы ежедневно стоим на страже мира и безопасности, обеспечивая спокойствие и суверенитет государства. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в выполнении всех поставленных задач и, самое главное, мирного неба. С праздником вас, дорогие товарищи! Посмертное награждение бойцов, погибших на Донбассе, прошло в городском военкомате. Матерям, женам и родственникам были вручены медали за боевое содружество. Организатор мероприятия – Министерство обороны Республики Абхазия. Награды получили 15 человек. Награды вручал заместитель главы города Сухум Автандил Сурманидзе. У меня сын погиб 25 мая в 24 году. Его звали Хмелев Даур. Мой сын был очень честный, добросовестный, храбрый. Мне не стыдно за него. Он рвался туда. Я что могла сказать? Я говорю, хорошо, говорю, Даур, говорю, будем ждать. Но у меня всегда была тревога. Вернется, не вернется. Вот 1,5 года мучилась, потом эту мысль я отгоняла. Хочу сказать всем спасибо, что сегодня вспомнили наших детей. Каждый из них достоин звания героя, звания посмертного мужества, не жалея ни себя, даже на матерей не жалеем. Дойдите сюда, пожалуйста. Все наши дети герои, я так считаю. Не бывает лишних детей, но когда единственного сына хоронишь, кажется, что все, земля ушла из-под ног. Я вот уже 2 года будет, 25 мая, я еще не приняла его смерть. Пусть их
имя останется навсегда, чтобы наших детей не забывали ни в Абхазии, ни в России. Они вели себя достойно, воевали достойно. Светлая им память нашим детям, нашим героям. Все они для нас герои. Эти ребята героически сражаются сегодня. Не каждому дано такое сделать. Очень тяжело на эту тему говорить, так как я вот на Донбассе бываю очень часто и не понаслышке. Видел все это своими глазами за последние 5 лет, 6 раз в Луганске был, 6 раз в Донецке был. Я знаю, как это тяжело. Когда я там нахожусь, я всегда интересуюсь судьбой наших ребят, спрашиваю, Равицба часто приезжает к нам, разговариваем с ним. Ну, делаем общее дело, вы знаете же, да, вот когда вот операция началась на Донбассе СВО, маленькая Абхазия поддержала Российскую Федерацию в этой войне. И после этого я ездил в командировку много раз и спрашивали, так, как, такая маленькая страна, вы не испугались, поддержали операцию на Донбассе. Я им сказал, что за нами стоит наш стратегический партнер и союзник, как Российская Федерация, нам бояться нечего и некого. Мой внук Тужба Даниэль Асланович, он погиб 22 августа 24 года. Ему было всего только 20 лет, исполнилось в июле. В 20 он погиб. Его дедушка погиб в Цугуровке в 92 году. Вот он как бы подвиг дедушки совершил. Все, что я могу сказать, спасибо вам за все, что вы помните. В АГУ состоялась церемония вручения свидетельств слушателям курсов повышения квалификации для учителей изобразительного искусства общеобразовательных школ республики. Организаторами являются Республиканский центр повышения квалификации и переподготовки кадров при АГУ и Министерство просвещения республики. В церемонии принимали участие 43 учителя со всех районов страны. Из них 27 педагогов республики успешно завершили установочную сессию курсов. Курсы направлены на повышение уровня знаний учителей в сфере изобразительного искусства. Лекции, тренинги и мастер-классы от профессорско-преподавательского состава факультета искусств – все это входило в лекционные курсы. Учителя имели возможность обменяться опытом, обсудить актуальные проблемы и выработать новые подходы к организации уроков ИЗО. Сегодня здесь, у нас в зале, присутствуют учителя со всех районов Абхазии, которые прошли курсы повышения квалификации по изобразительному искусству. Такие курсы по этому предмету мы провели впервые. Вы прошли установочную сессию, вы написали рефераты, это были лекции, тренинги, беседы, лабораторные работы, практические занятия. Те, которые прошли все эти вот этапы и написали рефераты, тем мы сегодня будем вручать удостоверение о том, что вы прошли курсы повышения квалификации. Вы набрали определенный опыт работы и надеемся, что это вы сможете донести до учителей и до своих учеников. Вы повысили свои знания, умения благодаря нашим уважаемым уже мэтрам в своей профессии. Я думаю, вы получили очень много полезной информации и знаний много, и вы это все сможете использовать в работе с подрастающим поколением. Урок изобразительного искусства, рисования в наших школах немножечко не на том уровне, на каком он должен быть. Но я думаю, благодаря вам, вашему энтузиазму, тому заряду, который вы получили от профессионалов, я думаю, этот уровень повысится и займет должное положение в общеобразовательных школах. Новый проект продовольственной и сельскохозяйственной организации «Содействие экономической устойчивости женщин-фермеров в Абхазии» стартовал 9 октября в городе Очимчира.
Проект направлен на поддержку женщин, занятых в сельском хозяйстве. Он охватывает два ключевых направления – производство молочной продукции и переработку фруктов и овощей. Помимо предоставления технической помощи, проект включает сельскохозяйственный компонент, в рамках которого фермеры будут обучаться современным практикам ведения хозяйства. В ходе мероприятия участницы узнали о целях проекта, его этапах и формах. Запуск проекта – еще один шаг к созданию прочной основы для долгосрочной поддержки женщин в аграрном секторе. Проект реализуется при финансовой поддержке швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Будба встретился с делегацией Минздрава РФ. В ходе встречи были рассмотрены ключевые аспекты профилактики инфекционных заболеваний, включая подготовку к предстоящему эпидемиологическому сезону острых респираторных вирусных инфекций и вопросы вакцинации населения. Особое внимание было уделено обмену опытом и методическими рекомендациями по улучшению системы эпидемиологического надзора и контроля, а также стратегическому планированию мероприятий по предотвращению распространения инфекционных заболеваний. В составе российской делегации руководитель Центра клинической вирусологии Мария Лосеева и заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ ЮФО Владимир Городин. Во встрече также участвовали представители профильных управлений Минздрава Республики Абхазия, руководство санитарно-эпидемиологической службы, главврачи медучреждений. К другим новостям. Легендарный спортсмен Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, провел 9 октября мастер-класс в селе Лыхна. Мероприятие состоялось в недавно отремонтированном зале вольной борьбы, который находится в здании Дома культуры. Ремонт зала был проведен по инициативе президента Баадрагунба. Приезд Карелина стал значимым событием, собравшим молодых спортсменов со всей Абхазии. На мастер-классе он поделился с участниками секретами подготовки, рассказал о своем спортивном пути и продемонстрировал приемы, ставшие классикой борьбы. В Звандрибжской средней школе заменили кровлю, а также произвели работу по очистке близлежащих территорий. Смотрите сюжет гудаутского телевидения. 7 октября наша съемочная группа посетила село Звандрибж, где в средней школе имени Маджида Пкин прошли ремонтно-восстановительные работы по замене кровли. По инициативе депутата парламента Беслана Халваш данный вопрос был рассмотрен во всех компетентных инстанциях и стало возможно проведение данных работ. На строительные нужды было выделено до 6 миллионов рублей. Замена кровли произведена как в основном здании школы, так и в спортзале и подсобных помещениях. Общей площадью 1650 квадратных метров. О нюансах работы с нами поделился прораб Гудаутской городской строительной организации Игорь Амичба. Залез на крышу, на чердак, дефектный акт составил, посмотрел, как она течет. Шифер почти 90% побитый был. Стропильная система, ничего было. И по ходу работы стропильную систему процентов 35-40 поменяли, обрешетку поменял. Трудностей, чего боялся всего, дождя. Я вскрыл частями, спортзал есть, актовый зал первый вскрыл. Бог мне помог, погода была хорошая, я его накрыл. А вот когда главный корпус начал делать, одну сторону вскрыл, за 2 дня его перекрыл, потом пришлось мне ждать, 3-4 дня дождь шел. И через 3 дня я его тоже закрыл. Что следующим этапом нужно будет отремонтировать в школе? Мое мнение, спортзал сделать. И вот зал на 50 квадратов, ну, естественно, с раздевалками, с душевыми. Вода здесь есть. На крыше у нас на чердаке лежит расширительный бак до 3 тонн, хороший. Я с подачи Беслана Викторовича меня попросил, посчитай, я объемы отправил в сметный отдел. Они мне прислали сумму с НДСом до 3,5 миллионов. После Нового года, надеюсь, будем делать. Помимо крыши были произведены работы по очистке прилегающих территорий, установлены новые двери и многое другое. Замена крыши была завершена за 21 день. Несмотря на то, что Звандрибжская средняя школа является одной из последних построенных в советский период, большая часть помещений непригодна для эксплуатации и требует капитального ремонта. Учитывая, что само здание, его размеры, количество помещений
имеет огромный потенциал для развития, надеемся, начинание Беслана Халваш, а также директора школы и других сельчан не останется без поддержки со стороны государства. Астамурайба, Дамир Гонджио, Гудаутское районное телевидение. Ночью в Абхазии прошел сильный ливень с ветром. В Гале он повалил несколько деревьев, перекрывших дороги, оборвавших провода и повредивших крыши домов. Речь идет о 4 частных домах, школе номер 2 и ресторане. Глава администрации дал поручение экстренно решить проблему с крышами домов. Коммунальные службы занимаются устранением последствий стихии. Автомобильное движение восстановлено. 8 октября 2025 года Совет по правам человека ООН принял резолюцию, в которой выразил серьезную обеспокоенность и глубокую озабоченность в связи с нарушением прав этнических грузин, проживающих в Республике Абхазия. Однако уполномоченная по правам человека в Абхазии Анна Скишмария считает, что принятая Советом резолюция, подготовленная грузинской стороной, не отражает реального положения дел в Республике Абхазия и не может считаться объективной. В Республике Абхазия, как и в других государствах мира, безусловно, существуют нарушения прав человека. Однако односторонний подход к причинно-следственным связям их возникновения, а также отрицание фактов принятия государственными органами Абхазии действий по их защите и восстановлению не могут служить основой для объективной оценки состояния прав человека в республике, подчеркнула уполномоченная по правам человека. Министерство просвещения передало проекту «Детские комнаты в поликлиниках Абхазии. Книги Анбан и приключения Пиноккио» на абхазском языке. Проект «Детские комнаты в поликлиниках» инициирован финалистами команды Абхазии. Планируется, что в медучреждениях Сухума, Гагры, Гудаута, Учимчиры и Гала появится возможность создать комфортную среду для маленьких пациентов. Проект «Детские комнаты в поликлиниках» инициирован финалистами команды Абхазии. Планируется, что в медучреждениях Сухума, Гагры, Гудаута, Учимчиры и Гала появится возможность создать комфортную среду для маленьких пациентов. Команда из Абхазии примет участие в первом международном чемпионате Евразии по ловле карпа. Соревнования пройдут на водохранилище Кужора в Адыгее с 14 по 18 октября. Страну представят 6 человек, их разделят на 2 команды. Для спортсменов из Абхазии ловля карпа – новый опыт. В чемпионате примут участие более 90 спортсменов из России, Китая, Армении, Беларуси, Казахстана, Кореи, Узбекистана, Сирии, Вьетнама и Туркменистана. Выиграет команда, поймавшая больше всего рыбы. Около 100 пальм планируют высадить в центре Тхуарчала, сообщил в эфире радио «Спутник» глава администрации района Исидор Дочья. Он уточнил, что сосны на улице Арзанба больны. Специалисты рекомендовали срубить их и высадить другие деревья. Движение поездов временно остановлено в Абхазии. Абхазская железная дорога проводит берегоукрепительные работы в районе Золотого поста в Гагрском районе. Их завершили в течение дня, после чего движение было восстановлено. Для защиты береговой линии от размытия и защиты железнодорожного полотна от разрушения АЖД до конца года установят 190 тетраподов. Владимир Путин присвоил звание Героя труда воспитаннику сухумского футбола Никите Симонян. 98-летний Симонян получил это звание за большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола. И в завершении выпуска о погоде. В пятницу на ближайших выходных территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием холодных атмосферных фронтов циклона с юга. Облачно ожидается значительное ухудшение погоды. Дожди разной интенсивности и продолжительности. Температура воздуха ночью 7-12, днем 7-18 градусов. Температура морской воды 20 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.